Мен азыр деген ушул спорт сарайында мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын жарманкесинде турам. Анан Бактыбек байкени көрүп калдым. Бактыбек байке аябай жакшы бир жумушту баштаган экен. Бактыбек байке, расскажите, откуда вы приехали? Я слышала, что вы создали какую-то школу для детей-инвалидов. Вот. Как у вас это получилось? Меня зовут Калиев Бактыбек. Мы находимся в городе Кербен, Аксайского района Джалабадской области. Я являюсь также руководителем общественного объединения «Цифей». Организация наша работает с 2003 года. И вот на протяжении очень долгих лет ко мне обращались очень многие родители детей с инвалидностью с просьбой открыть школу для них, потому что у нас в регионе, включая Аксайский, Алабукинский, Шаткарский район, нет ни одной школы для людей с инвалидностью. И эти дети не могут получить образование, потому что обычная школа для них недоступна. То есть, если у нас сейчас учатся дети на инвалидных колясках, и подниматься на третий этаж или второй этаж, это невозможно. Есть люди с тяжелой умственной инвалидностью, таких детей школа не берет. Школа отказывается брать таких детей. И сейчас, в 2014 году, при поддержке родителей детей с инвалидностью, при поддержке очень многих организаций, нам удалось приобрести помещение. Вы купили или вам сдали? Нет, мы приобрели его, мы его купили. Но спасибо я хочу сказать, те люди, которые нам продали, они дали нам его в рассрочку. И нам удалось приобрести. Но первоначально, у нас есть учебный класс, первоначально это выглядело вот так. То есть на самом деле помещение более 25 лет находилось в очень тяжелом состоянии, поэтому никто не брался его. Но поскольку мы были в очень тяжелом, трудном положении, когда хотели обучить этих детей, мы постарались его приобрести и сделали ремонт. Это у нас уже после ремонта. Это уже школа, учебный класс после ремонта. А как обстоят с отоплением? С отоплением у нас, я сейчас покажу, тут у нас есть отопление. Видите, здесь чем топите? Уголь, дрова, твердым топливом, да? Но проблема еще в том, что иногда мы не можем найти уголь. То есть иногда родители сами скидываются, иногда мэрия помогает, иногда для нас это проблема возникает. Скажите, родители платят? У нас бесплатная школа для детей с инвалидностью. У нас бесплатная, и при этом у нас немножко мы туда включили инклюзию, то есть у нас начальная школа. Получается, у нас нулевой, первый и второй класс. В данное время сейчас у нас второй класс проходит обучение. Дети в этом учебном году перешли во второй класс. Обучение общеобразовательное? Как в обычной школе? Как в обычной школе. Но проблема в чем? Если в обычной школе одну тему проходит один урок по программе или 2 урока, то у нас одну тему мы проходим несколько уроков, потому что это дети с инвалидностью. Мы пытаемся, чтобы у нас этот материал очень хорошо закрепился. И как вы заметили на фотографии, у нас дети разных возрастов, начиная с 6 лет, некоторые даже с 5 лет приходят, и кончая 21 есть. Здесь еще на этих фотографиях нету, сейчас у нас новые ученики, 22 года. Как я уже сказал, школа для них недоступна, и когда открылась наша школа, несмотря на возраст, они уже начали приходить. Например, у нас эта девочка, ей было 25 лет, когда она впервые пришла к нам, и она не знала ни одной буквы. Она пришла, она начала у нас учиться, и она в течение 2 лет она освоила, она буковки узнала, она начала понемногу читать. И школа дает. Мы позволяем родителям присутствовать на уроках, потому что мы хотим, чтобы они еще и дома очень хорошо работали. У нас родители, они также сидят на мероприятиях, такие как праздники, такие как Новый год,
День защитников Отечества, 8 марта, вот, они у нас собираются, и мы проводим различные вот такие мероприятия. Бахтиёк Байке, скажите, пожалуйста, вот вкратце, на сегодняшний день сколько учеников, сколько учителей, и вот что не хватает еще? Хорошо. Вот у нас очень хорошая была возможность, когда мы вначале выиграли по проекту, мы вот очень многое сделали, потом там вот преподаватель, вот это первая учительница, как бы оплачивала. Сейчас у нас преподаватель, к сожалению, мы не можем его оплатить, и сейчас я сам преподаю на волонтерской основе. Получается, один учитель? А сейчас, да, один преподаватель. И учеников сколько? У нас сейчас 11 учеников. У нас 11 учеников, вот как вы видите, есть разные степени инвалидности. У нас есть Дауна, у нас есть на колясках, есть с легкой степенью, у нас ДЦП есть. Причем вот сейчас мы развиваем, вот очень хорошая программа сейчас пришла, CP футбол называется, то есть это футбол для детей с ДЦП. Да, и когда вот именно вот эти дети, они приобщаются вот именно к спорту, к футболу, то у них еще идет вот именно лучше идет реабилитация и включение вот именно в жизнь общества. А с учебным материалом проблем нет? Учебные материалы мы покупаем. Нам еще помогает, вот помимо фонда Абелис, нам помогало еще Министерство соцразвития. Там тоже это было. Вот. Но сейчас мы пытаемся самостоятельно. То есть, Министерство образования? К сожалению, нет. К сожалению, нет. Обращались? Вот. Мы обращались, там ситуация вот такая. Мы обращались, особенно мы обращались в начале. Вот, и Министерство образования сказало: извините, у вас частный, не имеющий отношения к Министерству образования организация и школа, поэтому мы не можем вам помочь. Бахтиёк Байке, скажите, а у вас документы есть на школу? Да, у нас красная книга. Имеется в виду лицензия, да, на преподавательство, на образование? Пока лицензии нету, вот, мы как бы в ходе этого идет, у нас просто начальная, поэтому мы сейчас пока не можем ее получить, вот, на это имущество у нас есть красная книга. То есть документально все оформлено. Нет, на создание школы лицензия. Сейчас вот мы в стадии получения. Вот у нас помимо этого есть еще сенсорная комната. Вот, правда, вот мы не можем ее еще полностью хорошо оборудовать, но мы хотим, чтобы дети еще могли работать в сенсорной комнате. Комната психологически развита. Бахтиёк Байке, я чувствую, я знаю, я вас понимаю. Почему? Потому что очень тяжелая работа. Создать такую школу, преподавать таким ученикам, которые никогда в жизни в школу не ходили. Вы занимаетесь благим делом. Я вам желаю от чистого сердца успехов, терпения и, конечно же, удачи. Спасибо вам большое. Вам спасибо.